Добрый вечер. В эфире Prime на канале АТР. Это время самых интересных тем и интересных гостей. Гостя, который сегодня в студии, я не видел больше года, а может быть даже и два. Это большое упущение, потому что это человек невероятный интеллектуал, человек, который, на мой взгляд, знает, помнит все, и с которым можно сидеть, молчать и просто слушать, что он говорит. И, наверное, вы все его знаете. Вот, но я и представлю. Дмитрий Чекалкин. Салям алейкум. Ассаляму алейкум, Вот так. рахматуллаху баракату. Ну, на самом деле, знаешь, в последнее время уже какие-то проявления вот этой стеклореза, или как его, склероза, есть. Великие вехи забываешь, как говорил старик. Как его правильно? Остап Ибрагимович Бендер Бендербей. Задунайский, Да. да, Бендербей Задунайский, турецко поданный. Есть у меня соблазн такой, конечно, сказать, дорогой Дмитрий, так давно мы не виделись, истории, я знаю, у вас выше крыши. Можно просто, как на концерте, присутствовать, но все-таки я телеведущий, должен какие-то вопросы задавать. И вопросы... Мне интересно ваше самоощущение сейчас. Вот время такое, что, знаете, кто куда, кто в лес, кто по дрова, кто говорит, все пропало, кто говорит, все прекрасно, кто говорит, там, завтра война, кто говорит, завтра мир, кто говорит, ну, в общем, простому человеку, зрителю, особенно человеку на оккупированной территории, ну, как-то разобраться в этом сложно все. Вы человек опытный, вы же еще, к тому же прочему, с военным образованием, так? Кадровый офицер. Да, по первому кадровый образованию. офицер, да, и языков много знаете, все такое прочее. Интересна ваша картина мира в Украине и снаружи. Небольшая ремарка. Самое первое свое образование я получал вот именно здесь, вот буквально в этом квартале, поскольку я был по первому образованию здесь вот за забором, там недалеко от вас, учебно-производственный комбинат, где мы получали в школе. Помнишь, были у нас такие? Я фрезеровщиком был. А я был водителем-автомехаником. Мгм. И я здесь разбирал моторы, тут вот, недалеко осваивал навыки вождения на «Волге». Так что первая На специальность какой у меня... Волге? На 21-й? 21-й, да, Ага. да. Вспоминая, как... На руле, не вот так. У нее на руле переключатель. Не, вот, значит, Это значит модель уже более уже поздняя поздняя была. Да. модель. У меня была эта Мгм. ручка, да, которая... И, а может, и это я путаю уже, потому что я потом еще в Москве учился на газике. Может, там на газике у меня была такая Мгм. ручка, которая трещала, вот так я помню. У меня было двое прав, я козырял тем, что, знаешь, первые права я спрятал. Но в Москве было тяжелее по этим, конечно, проспектам водить газик, чем здесь Волгу. Но если говорить о мироощущении, мы же сами на самом деле кузнецы своего счастья, да, каждый кузнец своего оргазма, да, как говорил. Или Один мой маразма. знакомый, да, или маразма. Поэтому надо с утра уметь настроить себя на позитивные вибрации. Есть самая популярная еврейская песня «Гава Нагила», которая переводится как «давайте веселиться». Так вот, припев этой самой популярной еврейской песни начинается словами «Уруахим белев самеах». «Просыпайтесь, братья, с радостным сердцем». Поэтому надо всегда находить повод улыбнуться, поблагодарить Всевышнего. Есть такой предмет в Гарварде, который уже там более 10 лет собирает рекордное количество студентов, записавшихся на его изучение, и ни одна аудитория гарвардская не вмещает всех желающих. Да, Знаешь, что это за предмет? Не знаю. Короткое название у него гедоника, полное название Scientific Pursuit of Happiness, то есть наука о стремлении к счастью. Преподает израильский профессор Таль Бен Шахар, имя такое очень поэтическое, «Капля предрассветной росы», буквально переводится с иврита. Да, так вот он советует по его принципу, одному из его принципов, да, этой теории счастья, не тот благодарен, кто счастлив, а счастлив тот, кто благодарен. То есть, помнишь, у одного нобелевского лауреата, Мгм. пока мне рот не забили глиной, из него Да-да-да. раздаваться будет лишь Интересно, благодарность. а я вообще раньше думал, и обвинял даже некоторых дам в том, что они верят вот в эти лекции про то, как стать успешной, счастливой, там вот это все. А оказывается, это в Гарварде такое В преподают? Гарварде, ну, нельзя сейчас, смотри, там десятки стран существует уже министерство счастья. Кстати, да. Чуть не Финляндия, по-моему, В ближайшая. Финляндии, до нас, в да. Дании, во всех скандинавских странах. Да, потому И что... надо изучить опыт. Ну, исключаем наркотики, алкоголь. Чем они занимаются? Какие еще есть источники счастья? Так вот в том-то и дело, что у него как бы вот формулы, они, в принципе, достаточно тривиальные, да, что счастье с трудом найти можно внутри себя и невозможно где-либо еще. Да?
Мгм. что счастье — это не покоренная вершина, а наполненный ожиданиями путь к ней, что мера человеческого счастья в силе любви к жизни. То есть, в принципе, такие постулаты общие. А чем нет? Ну, все-таки общее-общее, но, наверное, есть какое-то особое украинское счастье. Вот никогда не формулировали для себя вот философски, что это такое? Ну, наверное, все-таки мы нация хлеборобов, вот своя Мгм. земля, свое защищали свободу, землю, казацкие вот такие принципы, да, казак не без долі, краюха хліба та світлого вільного неба, там есть такие прислів'я и приказки, да, про то, что козаку вперше потрібна воля, да, и краюха хліба. Ну вот, наверное... Это, кстати, совершеннейшая противоположность той ментальности страны, где я жил, где главное кому-нибудь набить морду, что-нибудь украсть, напиться и забыться. Украл, выпил в тюрьму, это вообще просто... Кто придумал эту фразу в кино, это Да. абсолютно гениально. Человек знал, что говорит. Я же в той Ага. стране прожил тоже лет 9, 10 лет Я почти 43. прожил, да. Поэтому для Я, меня... я сильнее пострадал ментально. И меня это всегда тоже, помню, первый свой приезд в Москву, еще 15-летним там к тетке приехал в гости, Мгм. и я выхожу на Киевском вокзале, сейчас помню, такой был желтый чемоданчик, помнишь, как в фильме эти, про желтый чемоданчик? Я подхожу к этому турникету в танце метро на Киевском вокзале, и по привычке, знаешь, как в Киеве здесь озираюсь, смотрю, за мной идет какая-то пожилая бабушка, я так дверь приоткрываю ей, но этот чемодан немножко ей мешает. Мгм. Она этот чемодан ногой, и меня в плечо, она, что стал-то? Пошел, что стал? Такая реакция для меня. Потом слышу мат. То есть сейчас, к сожалению, в Киеве мат на улице — это абсолютно тривиальные вещи. Да, Да, а ну тогда... нет. Ну я вот живу 6 лет в Киеве, мат слышал, ну слышал пару раз. Ну правда, Ну, серьезно. молодежь, к сожалению, перенимает вот это. Но вот, все равно это ну, не так, как там. Там это да, в порядке да, вещей. да. И, кстати, да, я собираю. У меня есть такой дневник наблюдений за кацапским миром. Мгм. И не первая, кстати, история про вокзал. Мгм. Уже я слышал про вокзал историю, где если в Украине кто-то сталкивается, там что-то падает, люди Мгм. смеются, помогают друг другу Да, поднять. да. А если там Там кто-то в кого-то, агрессия, да, то агрессия сразу, да. там. Одна из моих задач, таких личностных, показать то, насколько уродлива их мораль, насколько они отличаются сильно от нас, несмотря на внешние из толпы ты вроде как и не отличишь. Но начинаешь приглядываться и понимаешь, что есть какие-то маркеры, какие-то вот такие устойчивые. Почему Украина не Россия? Ну вот Лично второй я. пример у меня тоже, вот буквально, это уже я поступил в институт уже, на филях жила моя еще одна тетка, и я ездил утром на автобусе, и помню, морозное такое утро, она только переселилась в этот новый дом, и там две соседки стоят рядом со мной на остановке, одна другой говорит: Прокофьевна, ты первая сдохнешь. У тебя 8-й этаж, до тебя не доходит ни хера этот, горячая вода, там у тебя ничего, отопления не будет работать. А та говорит: это ты первая окочуришься, а у тебя северная сторона, у тебя вообще не будет света, ты будешь... Я такой, знаешь, что такое? Это в порядке вещей, вот они так обменялись. Щебетание старушек у подъезда, Добрый, да. добрый, то есть настолько контрастно. Я вырос на Десне, зачарована Десна, люблю очень строки там, с детства цитирую Довженка, как раз вот в тех местах прошло все мое детство. Благословенна будь моя незаймна дівиця Десна. К нам каждое утром приходила после утренней дойки Горпына, баба Горпына такая, и она приносила такой бидончик, несколько бидончиков молока, там, или на телеге они приезжали, в общем, ну, все соседи приходили к моей бабушке, и бабушка там разливала, и она сидела, и вот для меня вот эти разговоры украинских бабушек и московских такой контраст, потому что здесь было все в основном такое шутливое, все веселое, знаешь, она... Мягкое такое. Да, мягкая она сидела, я помню, врезалась в память, потому что бабушка была хлебосольная такая, она все время, почему к бабушке приходила, там, ну, на наш двор раздавать там это молоко, і вона так сидить: ой, Макарівна, так гарно у вас, але щось так чавить у грудях, налийте 100 грам. Она воспряла духа после этого, начала какие-то там рассказывать истории, то есть вот смешные, то есть что-то такое веселое, легкое, то есть, ну, никакой Вот, ненависти в этом общении насчет не было. вот этих российских приколов, вот это же «умри ты сегодня, а я завтра», Да, да? Это да. абсолютно какие-то зэковские вещи, Ну да. и рабские, и крепостные, да?
То есть нет будущего, есть вот только настоящее, укради или тебя, там, ну вот это все какие-то вещи из какого-то дикого-дикого, вообще даже не средневековья, откуда-то оттуда. Каким образом, с помощью каких скреп и каких цепей логических вот эта пещерная абсолютно мораль переползла в 21 век с компьютерами, с телевидением, с сетями, с дорогами. Вот они же живут с виду, так посмотришь на Москву, да, она вся светится, кругом Ну да. театры через каждый Ну там, да. все витрины, люди ходят одеты, не в шкурах там, а в голове вот это. Вот я хочу узнать вашу думку Ну, про це. во-первых, все-таки Генофонд очень сильно поиздержался в пути, да, как у Губермана. Мы более или менее коллегами из полной темноты вошли в потемки, а в полном смысле человеком и станут лишь далекие потомки. Да. Потому что тоже люблю цитировать строки такой Игорь Кахановский, который Есть такое, да. одноклассником был у Да-да-да. Высоцкого. И Высоцкий начинал свою карьеру певца, исполняя его именно строки поэтические. Да. Сначала били самых родовитых, потом стреляли самых работящих, потом в ряды бессмысленно убитых добавят миллионы немолчащих. Среди последних сплошь интеллигенты, поборники достоинства и чести, ненужные в работе инструменты для механизма поголовной лести. В подручных, поощряя бесталанность, воспитывала власть себе подобных. В Средневековье шла тоталитарность, создав себе империю удобных, нерадивых, молчаливых, готовых прославлять вождем бездарность, изображать немыслимо счастливых, по праву получивших легендарность. Держава, обессиленная в муках, еще не знала о проклятии сущем, не знала, что количество убитых откликнется и качеством живущих. То есть профессор Преображенский, Гениально. к сожалению, же не дал, Количество убитых откликнется и Да. качеством живущих. не дал же потомства, а вот Швондеры и Шариковы, к сожалению, размножились. Да, поэтому погибали же, я вот даже на примере как бы своей семьи, да, вот, выживали. Репрессированная, да? Да, у меня бабушка, такая страшная судьба, у нее как раз, которую я рассказывал, хлебосольная, да. Она была 13-м ребенком своего отца. Один из 13, вернее, была 11-м, просто потом умерли еще в младенчестве после нее. Так вот, когда пришли красные, ну вот в эти годы, когда менялась власть, то практически все ее старшие братья и сестры стали как коммунистами и оправдывали репрессии, которым как бы подвергли их отца. Он был там успешным, в этом маленький городок, маленький Воронеж, это станция Терещенковская, здесь где Терещенковские сахарные заводы, такая процветающий был городок, такой очень успешный. И он на центральной улице, у него был красивый дом, он был самым модным там сапожником, и у него там 3-4 подмастерья работали в мастерской. И его дом понравился, поскольку бабушка всегда ухаживала, там все усажено цветами было. И решили под этот ревком там экспроприировать, объявили его экспроприатором, и выгнали его из этого дома. И самое страшное, что все его дети, которые там, некоторые погибли еще там в японской войне, старший брат там, в Первой мировой, но те, кто остались живы, они как бы оправдывали, да, вот эти действия. И он с самого младшего своего сына, дядю Колю, с которым бабушка потом уехала из этого городка, он выгнал из дома, потому что он, когда шел крестный ход, он бросал какими-то там картушками у них там или что-то в этих попов. И бабушка, последний ребенок, оставшийся с ним уже в Прымах, они жили у родственников. И вот в 22-й год бабушка приходит из школы с красным галстуком. Пионеры ее принимают. Дедушка срывает галстук, бросает в печь. Она убегает из дому. Вот этот последний, самый любимый ребенок, да, который оставляет своего отца. И уходят вот с этим дядей Колей, уезжают они сначала учиться в Каменец-Подольск, потом переезжает в Харьков. Дядя Коля становится успешным там литератором, редактором молодежного журнала, такой был молодняк. И потом в 1933 году приезжают в Киев, живут в Морозовском доме. Это дом на углу Владимирской и Один из Толстого. самых шикарных домов. Да, там первое, кажется, было паровое отопление когда-то в Киеве. Ну, и им, как вот пролетарским писателям, там, пролетарским таким активистам дают шикарную квартиру. Ну, а потом в 1934 году, когда начинаются гонения,
его там, кто-то из его друзей написал, потом известный, кстати, там, театральный деятель в Украине, написал на него донос, и он на 20 с лишним лет отправился на Колыму. И бабушке теперь уже, после того, как его арестовали, она живет с ним в одной квартире, и теперь ей нужно, она уже член партии, мало того, там, секретарь партийной организации самого крупного цеха на заводе «Большевик», она училась в университете, но тогда был рабфак, нужно, если ты учишься, нужно еще и работать обязательно. И вот начали секретарь партийной организации на заводе «Большевик», и теперь ей нужно отказаться уже от своего горячо любимого брата, к которому он ушла, отказавшись от своего отца, понимаешь? Жуть какая. И вот она не смогла, конечно, отказаться, да, и слава богу, потому что ее отправили в ссылку в Кировскую область, а тех родственников, которые остались здесь, в Киеве, их в 1937 году просто там Да, повезло. расстреляли. Вот сейчас это, конечно, невозможно понять, но у меня тоже двоюродный, вернее, прадед мой, он был репрессирован в 1936 году, и он получил 4 года этих рудников там, в Казахстане. А вот если бы его репрессировали в 1937 году, Уже тогда не расстреливали Да. без разговоров. Да. Вот так и получилось, что вот выжил. То есть я всем привожу пример, какой страшный это 21 век. Бабушка, одна из 13 детей своего отца, познакомилась с моим дедушкой. Вот там ссылки, они были из Староверы, все Чекалкины, они, в принципе, из села Чекалки, небольшой деревни Чекалки, куда бежали со Слобожанщины, гонимые московским патриархатом. Так вы вот из каких? Да, и вот у прадеда Федосея было 22 ребенка от разных жен. То есть 22 ребенка, тут 13, а я единственный наследник. Представляешь, какой страшный век. Если то есть у меня нет ни одного там ни двоюродного по этой линии, ни родного брата, ни сестры. То есть сколько бы у меня могло бы быть, если бы не эти коммунистические страшные годы. Да. Ну, и тем не менее вы пошли в военную, захотелось. А это был 81 год, тогда всех призывали. То есть тогда я просто прокалькулировал, что зачем сидеть где-нибудь в какой-нибудь казарме без толку, лучше получить образование. Ну, там сложная история, я еще влюбился в девушку из Москвы, а ее бабушка заканчивала наш вот этот легендарный военный институт. Была переводчица на Нюрнбергском процессе, такая очень яркая, импозантная была дама. И вот я захотел тоже стать переводчиком. Во-первых, это был единственный вуз, который позволял там, уже 18 лет вырваться за железный занавес. То есть никто Да, тогда... кстати, да. никто Хотя бы в тогда- социалистические и развивающиеся страны. Да. Нет, ездили в те времена там в Эфиопию, в Анголу, в Афганистан, на Кубу, острова Зеленого мыса, Сейшелы. То есть были такие экзотические такие локации, где проходили вот мы эти тяготы и лишения военной службы. Поэтому это был для меня... Шанс вырваться. Да, и мне повезло, даже сейчас вспоминал недавно, это ровно 40 лет назад было. Я проходил здесь медкомиссию на ДВРЗ, это Дарницкий, этот вагоноремонтный завод, там центральная это поликлиника военкомата. А у меня чуть повышенное давление, которое меня потом спасло от КГБ и ГРУ в перспективе. А тут я не прохожу, второй раз уже, со второй попытки, у меня 140 там, на 90, мне говорят, извините, не проходите. То есть служить рядовым вы можете, а Какие офицерам... требования были? Я думал, только к летчикам такие были требования. Нет, офицерский состав, да, нужно было. И, в общем, меня отправляют уже, все, извините. Я так разочарованно смотрю на этот формуляр. Тут за моей спиной парень, который потом тоже сыграл интересную роль в моей биографии. И о его смерти при загадочных условиях мне сообщил в своем звонке последнем Коломойский Игорь Валерьевич. Такой был яркий персонаж, Шекланов Серега. И вот его, Коломойского и Боголюбова, друг, партнер, враг, опять друг, опять партнер. В общем, там у них такая история, такая Санта-Барбара. Но факт тот, что он заглядывает мне через плечо и говорит, подожди, у меня же тут карандаш с ластиком. Он стирает мне эти 140 на 90, ручкой вписывает 120 на 80, показывает мне, куда нужно идти к начальнику этой комиссии. Тот мне ставит печать, и так мы с ним поступаем. У нас было 4 киевлян, поступивших в том году. Очень яркие были все персонажи такие. Серега потом стал
Он прославился еще в учебные годы своими коммерческими там проектами. Перегонял машины с дипломатическими номерами, куда-то на Кавказ продавал, колеса какие-то. В общем, мы смотрели на него, там члены партии, уже кандидаты в члены партии, знаешь, а тут такие... Но поэтому его за границу его не послали. Но когда мы с первой там, своей командировки привезли там, по 30-40 тысяч долларов, которые потом нам арестовали в Сколько? Ну, зарабатывали же тогда неплохо. Так это много. Ну да, ну 4 По тем года, временам это 4 страшно года. сказать, Да, сколько. Это, ну, Да. вот мы возвращаемся, и нас эти деньги, правда, все внешпосыл нафиг арестовали как раз тогда в 90-м году, в 91-м. Помнишь, Как это арестовали? Ну, обанкротился этот внешпосылторг, банк внешпосылторг. И что, вы лишились этих денег? Они потом мне в Израиле уже их через завмак, завлаб, там сложная была махинация, мне их вернули, но факт тот, что это уже по сравнению с его, он уже летал на частных самолетах, Серега. Понятно. Когда мы заработали... Вовремя сообразил, 30-40, быстрее всех. Да. Да. И когда в следующий раз мы с ним встретились, это было 5-летие телеканала «Интер», на котором тогда выходили мои проекты, вот там «Золотой гусь», а Серега был со стороны учредителей со стороны российской стороны, был такой фонд имени Пушкина, и Серега представлял этот фонд, и потом через него, вот когда уже нынешний президент наш был генеральным продюсером этого телеканала, для того, чтобы они снимали концерты к 9 мая, к 23 февраля, к 8 марта, к Дню милиции, по достаточно точным сведениям, заходило в год 70-80 миллионов долларов. Только на то, чтобы правильная повестка дня. Ну, потому что все же телеканалы убыточны, к сожалению, да, у нас такая ситуация. Ну, кто-то Кто должен платил? финансировать. Кто платил? Ну, вот этот, через этого Серегу Русские. Шикланова, вот этот, да. Ну, это фонд имени Пушкина. Если посмотреть биографию телеканала «Интер», то первым учредителем был как раз вот этот Зинченко, покойный Александр, и фонд имени Пушкина. Они... Дело в том, что все эти фонды имени Пушкиных, Лермонтовых и прочих, так сказать, Россотрудничеств, структуры, да. это структура разведки. Да, на самом абсолютно. деле. Ну, под каким-то, да. Какими языками владеете? Ну, я получил арабский и иврит в институте. До института учил в школе испанский, учил английский, заканчивал. Я сдавал как раз, когда поступал, сдавал английский, поскольку закончил здесь курсы государственные с отличием. Учил французский еще. Потом в Алжире, когда работал, совершенствовал и французский, и алжирский диалект. Просто в арабском же мире 22 страны, и диалекты очень сильно отличаются один от другого. Насколько сильно? Я не соображаю. Ну, например, вот там алжирский диалект. Они фонетика глотают гласные, да. А вот сирийский диалект, когда мы учили сирийский диалект в свое время, нас натаскивали на фонетике одесского жаргона, потому что там шипящие, мягкие шипящие, длинные гласные, такие «жора, подержи мои макинтоши семечки», «шу, бедак». А то есть, смотрите, готовили в советской армии, разведке там или где-то, готовили с акцентами даже? Ну, смотри, это же не такое популярное заблуждение, что мы там были все разведчиками. На самом деле у ГРУ и у КГБ были свои институты, свои учебные свои школы, лесные школы, как мы их называли. У нас как бы в центре Москвы учебные заведения, которые... Там был такой факультет спецпропаганды, печально известный, да, который действительно был таким на острие как бы идеологической борьбы. А нас в основном готовили для того, чтобы мы обеспечивали военные контракты. Советский Союз продавал оружие в сотню стран. Да. Везде нужны были... Я, кстати, я знаю нескольких военных переводчиков, кто бизнесом занимается, кто чем, и причем давно это уже... Ну вот потом как раз наиболее известные это наши друзья и коллеги, да, которые потом занимались всякими военными контрактами, как тот же там торговец смертью Бут, который сидит в Америке. Знакомый? Ну это же наш выпускник, да, тоже наш. Ну, он младше меня на 2 года. Говорят, что его могут обменять на Навального. Да. Да. Интересно будет, да. Насыщенная жизнь, я скажу вам. Я даже не затрудняюсь, как сформулировать следующий вопрос. Есть ли кто-то из тех, с кем вы учились, там, знались когда-то? Ну, все непростые, наверное, люди, круги такие интересные. Кто сейчас в пропаганде в русской работает? Ну, конечно. Так что, извини, с 1939 года, когда был создан институт, факультет спецпропаганды,
готовил как раз вот кадры для этой гибридной войны. Просто если тогда это, То когда есть я тогда учился, просто так не называлось, а на самом деле все это было у них уже. почему? Это был факультет спецпропаганды. Ну, не гибридная война, а факультет спецпропаганды. Я всегда привожу пример вот, деятельности этого нашего факультета и управления спецпропагандой, 7-е управление Генштаба Советского Союза. Вот как ты думаешь, какое количество они напечатали в годы Второй мировой войны пропагандистской вот такой литературы, буклетов, листовок, газет контрпропагандистских, да, вот Ну, наверное, спецпропагандистских? ну, миллионов 100, наверное. 3 миллиарда. 3 миллиарда единиц было напечатано. То есть, Ну, это имеется в виду вот листовки, которые забрасывали да, с солдатам. солдатам. Там, Вот когда анализировали, например, после окончания уже действий в Дальневосточном фронте, какие именно на японских пленных оказали воздействие те или иные вот эти вот пропагандистские материалы, листовки, то опрашивали, то оказалось самым эффективным для деморализации личного состава были листовки, в которых японский император был изображен свиньей, пьяным, каким-то бомжом. У тебя не возникает ассоциации с Порошенко, да, как его уничтожали его? Да, там же был, Уничтожали особенно его. когда перед выборами, там уже что только не шло в ход уже, да? То есть это такая как бы деморализация людей. У них, Да. им говорят, что все дрянь, все говно, все пропало, вы никто, ваш там президент, император, значит, ничтожество, сдавайся. Ну, вот в этих наших брошюрах получилось так, что я учился-то на обычном факультете, да, на восточных языков. А потом, когда учился в аспирантуре и преподавал, я как раз преподавал на этом факультете спецпропаганды. То есть я преподавал там арабский иврит, не профильные дисциплины. Но я помню вот эти плакаты там на этом этаже. То есть там другой корпус совсем был такой. У нас был белый, то красный корпус, где был факультет этот, такой печально известный. И вот там, вот, например, цитата Ленина и там о том, как мы разоружили Антанту. То есть вот, когда войска Антанты высадились в Одессе, Архангельске и в Хабаровске, несколько сотен тысяч, да, вот этих контингента, которые должны были помочь белому движению, то Ленин направил несколько десятков агитаторов, свободно владеющих, то есть там были англичане, французы и британцы, владеющих там английским, французским языком с энным количеством, несколько десятков тысяч этих листовок. И сила воздействия была такова, что командование войск Антанты от греха подальше решило, чтобы эту бациллу большевизма не забросили потом к себе назад в Англию, Францию, США, убрали. То есть несколько десятков этих агитаторов сыграли вот такую решающую Никогда роль. об этом не слышал. Разоружив. А это как раз вот то, чем гордились, да, и Ну, наверное, есть чем спецпропагандисты. гордиться в плане таких циничных побед. Поэтому вот если тогда, когда я там учился, когда преподавал, уже был совсем другой идеологическая направленность была. Уже тогда мы были лучшими друзьями Америки. Уже в 90-м году, я помню, вернулся из командировки и стал как раз преподавать, поступил в аспирантуру. По Красной площади ходит Рейган, целуется с москвичами. Меня пригласили в Олимпийскую деревню, где, помнишь, огромный концертный зал, сколько там, 3000 человек. У меня там товарищ жил, да, помню. И вся московская вот эта приглашенная публика, стоя аплодисментами в 90-м году, встречает главу Всемирной сионистской организации. То есть у нас Все еще, было. У нас еще на всех этих книжных полках и в магазинах книжных стоят книги про зловещие Израильская щупальца. военщина. Да. Израильская военщина, зловещие щупальца этих кровавого ЦРУ, империализма, там, да, и прочее. А тут... Ну, тогда быстро все менялось. Так вот, я как раз этот пример привожу, насколько пластична человеческая психика, как быстро тогда Перекодируется переключили. легко. Да. И вот, да, так вот это теперь, мне кажется, самое интересное, о чем можно поговорить. То есть для вас не было ничего нового в той пропаганде, которую использовали русские, начиная еще, наверное, с Майдана там, и дальше. Ну, да? почему я так как бы активную такую позицию и занимал, потому что я не имею права молчать, это все равно... То есть вы видите, как наносится вред твоей стране, конечно, да? конечно. И вы знаете, что это такое, Ну, да? это вот я привожу пример, когда отравили Скрипалей и Навального, то первый, кто тогда вышел на связь с этими медиками, там, британскими, а потом немецкими, это были химики, токсикологи, которые разрабатывали этот новичок еще в 80-е годы, которые потом уехали на Запад
бежали или эмигрировали. И они помогли в том числе и разработать эти антидоты, и спасли их жизнь. Да, точно так же и мы. То есть там-то этот яд, он поразил там несколько человек, да, а здесь же этот яд пропаганды поражает Абсолютно миллионы. реально массового поражения оружия. Абсолютно, да. Это самое В чем опасное главный сегодня. принцип русской пропаганды? Адресованный на Запад тоже, но вот чтобы нам ближе в Нет, Украину. там как бы вот это из 5 пунктов, которые в этих учебниках спецпропаганды были описаны, то есть да, максимально... Первое — это дезинформация, то есть наполнить вот этим информационным шумом, как сейчас вот вбрасывают эти пленки, одни, другие, третьи, пятые, десятые. Соответственно... То есть постоянно чем-то бить по голове новыми Да, сенсациями, да? создавать вот максимальное Количество поводов, да. для деморализации. То есть второе — это дезориентация благодаря вот этой вот дезинформации. Да? Третье — это дискредитация руководства. То есть сделать так, чтобы люди воспринимали этих людей как самых последних подонков. Да? Вот не зря вот этот фрагменты из «Слуги народа», где он там расстреливает парламент и кричат, что все пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, они раскручивались в том числе и российскими ботафермами. Конечно, Их, нет. Так у них там Зеленский-то фашист давно. Нет, ты не понял. А, в смысле? И вот когда шла серия «Слуга народа», то максимально раскручивалось через YouTube эти ролики для того, чтобы деморализовать украинское население, что все здесь подонки, что все сволочи, что все воруют и обманывают. Ну, страна да? фейк. Да, Страны нет. Да, все у вас неудачники. Абсолютно, Как, знаете, мне как вот гениальная, конечно, история. Приезжает и даже не из России, из Праги, какой-то типа русский либерал, не успевает доехать до нас с Аркадием Бабченко, тогда Аркадий тут жил, и прям вот выпив халявного, хорошего, из украинских рук хорошего шотландского виски, значит, он так по-русски так утерся, говорит, я все знаю про Украину. А что ж ты знаешь-то? Майдан просрали. Власти все в коррупции. Значит, народ хочет к России. Все. Ну, мы его упаковали в такси и отправили тут же обратно. Вот. Но я понял, как это просто работает на людей, даже вообще, когда, по идее, критичные люди с образованием. Ничего подобного не спасает. Ну, вот я привожу всегда этот классический пример. Если нацию, давшую человечеству рекордное количество титанов духа, самых выдающихся философов, ученых, врачей, мощнейшая философия, в первую очередь. композиторов, поэтов, за 6 лет превратили в нацию скотов, где там только единицы не поднимали руку, когда голосовали за фашистов, которые самые страшные преступления совершали. Да. То есть вот, пожалуйста, насколько силен эффект воздействия. А вы профессионально следите за русской пропагандой, за их вкидами сюда, за тем, что они там говорят? Ну, конечно, да. То есть это же тоже вот по эти приемы, которые были расписаны в учебниках наших по спецпропаганде, что большая ложь, перевернутая пирамида, гнилая селедка, абсолютная очевидность, 60/40. Нет, расскажите. Ну, 60/40 понятно, а остальное, что такое гнилая селедка? Ну, гнилая селедка — вбросить какой-то явно максимально порочащий какой-то, то есть абсолютно, то, что там убил своего брата. Ну, понятно. Ну, то есть такой трэш, короче. А потом, например, что такое перевернутая пирамида? Когда, наоборот, начинают оправдывать его, да он же нет, он не убил своего брата, вы что? Нет, он это просто, по сути, то же самое. По сути, возвращает. Это история из анекдота, да? То есть ложки-то мы нашли, да, но а осадок остался. Говорит, не то ли он его, то ли они его, то ли... просто заболтать. Я просто это видел. И я думаю, что это будет применяться, вот если русским что-то надо будет, им абсолютно все равно, даже как будет фамилия этого человека, они просто ставят цель, задачу, придумывают ему компромат какой-то, да, кличку обязательно, кликуху. И давай, значит, это гонять, не прекращая по всем каналам. Да, абсолютно очевидно, что всем понятно. Распинают, да, в трусиках, там мальчиков распинают. То есть это же как бы большая ложь даже. То есть вот чем больше... А вот еще один нюанс. Я тоже недавно с специалистом разговаривал по этому делу. Вот время совсем уж фейков. Ну, все-таки у нас информационный мир, ну, как-то можно погуглить, там что-то, да? Вот уже просто распятые мальчики, они так уж в голом виде не проканают. Сейчас, мне кажется, очень быстро вот это время фейк-ньюс сменилось на время фейковых комментариев. Ну, да. То есть берется факт нормальный, который можно проверить,
А дальше начинается мнение, а дальше начинаются украинские эксперты, дальше начинаются украинские политологи. Да. И мы включаем, я видел скриншоты недавно, там, я фамилию даже не буду называть, украинский политолог говорит, нам нужно, на российском канале, нам нужно помириться с Россией, даже наступая себе на горло. Да. И причем этих вот лидеров мнений, как их там представляют на российском телевидении, да, их специально стравливают, там, как Пальчевского с этим Шарием, потом Шария с Гордоном, Гордона с Пальчевским. То есть они вот это вот месиво, вот это, чтобы главное, чтобы они звучали их имена, и чтобы они были на слуху. И вот этот шум заглушал все остальное. Вот, как раз вот этот бело-черный шум, этот, который должен заглушить голос разума. А как вы думаете, у русских все-таки ставка главная в отношении Украины в итоге на брутальную войну? Не. Или же на войну за мозги? Не, конечно, да, мы вот этими бомбардировать мыслевирусами гораздо эффективнее, чем... Но сейчас у них все-таки инструментарий ограничен, потому что все-таки война идет и продолжается. По опросам, судя разные, какие бы ни были наши граждане, но они все-таки ценят независимость. И для них это чуть не... Я просто был очень рад. 93% украинцев считают независимость Украины огромной личной ценностью. Ну, да. Но с этим трудно бороться. Ну, вот как раз то, что они попытались в лобовую Стрелковыми, Гиркиными там, и Бородаями захватить 9 областей. То есть это был, конечно, серьезный просчет, когда они думали, что здесь есть критическая масса. Не только славянские. Это ж почему именно Славянск был захвачен? Потому что по опросам, которые были проведены накануне, да, там была критическая масса русскоязычных. Это был город, в котором украинский язык минимальнейшее количество владело и пользовалось. Да? И пророссийские интересы, где были максимальны. Да? Плюс название славянское. Ну да, они любят такие вещи, да. Символизм всякий. Да. Поэтому вот рассчитывали на эти 9 областей Новороссии. И Путин же откровенно об этом говорил, что это все... А как вы думаете, Дмитрий, у Путина мистическое мышление или прагматическое? Я предположительно. Думаю, что это все тоже подвержено воздействию, да, на его там приближенных. Я думаю, что он вначале был абсолютно прагматиком, а потом все-таки где-то... Я вот посмотрел недавно на этого Глеба Павловского, который привел сюда не только сделал Путина, он же сделал и Зеленского. Каким образом? Да как Объясняю. Когда была раньше революция, мой проект в Ильясе, операция «Профессор», был тогда самым на пике ярким, популярности. сатирическим таким проектом. И Глеб Павловский дал интервью московскому комсомольцу, в котором сказал, что тут есть такие там блокбастер-фюреры, вот как меня имел в виду, которые создают такой сатирический проект. А почему мы ничего контрпропагандистского? Где наши сатирические проекты, которые могут противоставить? Что мы можем этому противоставить этому, да? И первый, кто прислушался тогда, был Медведчук. Он пригласил о том, что недавно вспоминала Оксана Марченко, как они встречались с Зеленским в 2005 году. Он пригласил всю редакторскую группу Зеленского из Москвы сюда. Они тогда работали у Маслякова себе в редакторской группе. Это что, КВН был? В КВН, да, у Маслякова. И они сделали тогда в апреле, в марте даже еще 2005 года проект «Серпом по яйцам». Сатирический интернет-проект. Ну, конечно, да. «Веселые яйца», «Серпом вообще по так яйцам». вот есть И потом, смотри, что произошло. Они наработали за полгода материал. И в сентябре месяце, как появились они на украинском телевидении, на телеканале «Интер», они вышли с первым сезоном 95-го квартала, снимали в Октябрьском дворце, где те тезисы, а это было накануне парламентской кампании, где был такой в Украине блок «Не так», в котором был тот же Медведчук, Кравчук, ну, так, не так, Шуфрич, да, мы помним. Кравчук, Шуфрич, Блохин и Бойко. Вот, пятерка была. И они повторяли все те тезисы, которые звучали в программе этого блока, повторяли на сцене 95-го квартала, что на Майдане все были за деньги. Даже все есть даже в интернете, как там признаются львовяне, что они за 100 гривен тут приезжают. Что Украина нужна России, Западу только как свалка для ядерных отходов, что у нас 3 сорта украинцев,
что только с Россией мы можем пойти в А 3 светлое сорта будущее. украинцев это не Маратик Гельман придумал? Ну, так Марат Гельман работал вместе с Павловским как раз тогда. Ну и да, у они Мед- же у- кореша же. У да. Медведчука, да, это же они вдвоем тогда были здесь. Что как самое такое? страшное для Украины это НАТО. То есть, если посмотреть сейчас, вот я удивляюсь этому Саакашвили, как он мог после того, как так его оскорбляли. Они же, Зеленский и вот его этот партнер Лысый, они изображали на сцене Ющенко и Саакашвили, которые целуют ноги этому Бушу. Тот их называет презрительно «Эй, ты гоморжопа». То есть он Я отталкивает- такого не помню, Так давно это был найти, просто, да? набери просто в интернете давно «Гоморжопа было, да. Зеленский», да. И вот после этого он идет в услужение этого человека, который так над ним издевался, как никто другой. То есть он, Ну, это же, знаете, в личность не влезешь. Ну, как? люди меняются. Но есть же Ну, какие-то пора. там вроде представления о кавказской какой-то гордости, Ой, мы там, сейчас благородстве. аккуратно, так сказать, вот пройдем этот момент, да, Как этнический. можно после этого было идти в услужение Ну, человека, потом, который... смотрите, я думаю, над что вот тобой так многие люди, издевался. в том числе и юмористы, да, они же достаточно циничные. Ну, как бы я знал кое-кого, и им по большому счету Ну, все равно, кого ну да. Да? Ну. То есть собирается, давай этого. Ну, показатель за 20 лет существования 95-го квартала, они ни разу плохо не пошутили о Путине. То есть, наоборот, Зеленский стоял на коленях, помнишь, в этой знаменитой сцене, где «Заберите меня отсюда, Владимир Владимирович, отсюда, с Я не Украины». жил в Украине тогда, но это Но какой-то 10-й год. он стоял на коленях и просил, говорит, заберите меня отсюда. Я обращаюсь к тому, от кого здесь все зависит. На сцене этого сборного концерта. Так это, «Игры наверное, звезд». было очень унизительно для тогдашнего украинского руководства, Ну, что конечно. он говорит, что вот вами управляет Путин, Так вы он тут так- никто, нули. Так он так вот А. и в том-то и дело. А да, вообще, это же- заметили, насколько юмор поставлен на службу, вот я сейчас только об этом подумал, на службу вот этому русскому рейху. У них там этих лиг юмористических, Comedy Club, Да. вся вот КВН, эта шоу да. КВН, это же просто такие, какой Гитлер, не Юген, даже не знаю, как это Ну, сказать. абсолютно. Так это и писали об этом и западные аналитические центры еще 10 лет назад, что КВН — это инструмент... Серьезно? Конечно. Они же смеялись над ними здесь. У нас в Украине, ха-ха, что вы там, это ж сумасшедшие эти параноики. Какой там КВН и политика? Ну вот, пожалуйста, ну где когда-то какая-то острая шутка на тему Путина. что в Да, украинском КВН? но сейчас там, да нет, Масляков лично следил. Ну что, Ну да, он же так там я был же- царь-бог и пахан Так в о одном чем- лице. Так я о чем да. же и говорю. Вот, то есть упоминали о Путине исключительно в максимально как бы таком благоприятном контексте. Зайдем с другой стороны. На данный момент, вот в наш период, как нам, как не взаимодействовать, нет, как противостоять? Высмеивать российскую пропаганду. Есть же проекты в Украине, которые высмеивают российскую пропаганду. Ну, Да. знаешь, все время как бы вопрос этот звучит ко мне пишут там в комментариях, у меня же там 570 тысяч подписчиков в Фейсбуке. Сколько? 570 тысяч, да. О, и боже. там сотня в Ютьюбе, в Инстаграме. И мне все время пишут, что вы ничего не делаете, типа, почему вы так как бы мало противодействуете. Я говорю, там, с той стороны, на кону миллиарды Коломойского и триллионы Путина. То есть, зная, какие деньги мне в свое время предлагали, просто чтобы я сначала чтобы я развернулся на 180 какие? градусов, ну, миллионы, ну, там, Миллионы долларов. 120 тысяч долларов в месяц. Ну, Чтоб для той среды вполне реально. Чтобы я развернулся на 180 градусов, а потом, ну, это 1,5 миллиона в год, да, а потом просто молчи. Ну, не пиши о Зеленском. А скажите, интересно, а вот мы наблюдаем часто такое явление, я только прошу, без фамилии, я не хочу ничего, просто как явление, под переобувание на лету, да? Вот ваш опыт знаний и наблюдения, вот эти переобувания, некоторые, одни говорят, что человек, человек же меняется под воздействием фактов каких-то, он что-то новое узнает, ему открывается с другой стороны какое-то явление и что-то, и он меняет мнение сам. Либо же это вот заинтересованность финансовая. Как это отличить? Как В это? том-то и дело, что я, может быть, профессионально деформированный человек. А вы везде видите подкупы. Я, к сожалению, знаю, какие суммы там уважаемые мною
там не будем называть, да, ведущие сайты, например, да, Мгм. когда вот я ездил с Порошенко, мы вручали вот эти комплексы противоснайперские, да, на прошлой Мгм, неделе мгм, мгм. на фронт. Потом меня мои подписчики попросили, давайте соберем деньги на вот эти концентраторы кислородные. Мгм. Мы собрали деньги, привезли вместе Мгм. вот с фондом Петра Порошенко, вручали их там, да, причем Мгм. договоренность об этом была еще там, вы выехали в четверг, договорились еще в понедельник. В четверг, когда мы уже в поезде едем, подъезжаем уже к Константиновке, буквально за 2 часа остается, приходит сообщение, что приносят повестку на допрос в СБУ Петру Алексеевичу, да, и выкладывают в интернете, и повестку приносят ему там в Казин. Ему звонят из дома, говорят, что в Казин принесли повестку, и тут же выложили в интернет. То есть это было в 10 часов утра, в четверг, а договоренность об этой поездке и все Ну, как бы значит, кто-то было. кто-то слил информацию Да, кому-то, да, наверное. Да, но ну. как это излагают потом ведущие украинские масс-медиа, что Мгм. Порошенко сбежал. Мгм. То есть, ну, уважаемый, самый популярный Мгм. сайт у нас, да, Мгм. с которым я когда сотрудничал, там были мои, ну, и отцы-основатели этого сайта, это, к сожалению, там покойные были моими друзьями. И они сообщают о том, что Порошенко сбежал на восток. А, Да, вот так они пишут, подожди, мгм. сбежал на восход солнца, не пишут, почему он туда поехал, с какой целью он Скажите, а туда вот поехал. И причем глаголы сами. это выносят как главная новость вечером Мгм. этого Мгм. дня, четверга, Мгм. и в пятницу опять повторяют. Порошенко бежал от повестки. А имеет значение? Вот я сейчас сталкивался с тем, когда мои личные высказывания Мгм. перевирали. Например, ты пишешь одно слово, а цитируют с другим Ну словом, да. да? Ты пишешь одну мысль, они чуть-чуть вот, чуть в пиарчике переворачивают и Ну цитируют да. по-другому. Переворачивание смыслов, вот эти все. Вы по словам можете определить манипуляции? Вот, Ну, тут не только по словам. Вот просто возвращаются в советские приемы? шаблоны вот эти Мгм. вот там. Дорогой Леонид Ильич там встретился, дорогой Леонид Ильич утвердил, поручил. То есть это все вот я в свое время у Медведчука, с которым мы тогда боролись, да, меня вот на проект ВСЛ Яйцева опять же сподвиг Медведчук, потому что он заявил в интервью тогда корреспонденту журнала, говорит, что Мгм. Ющенко никогда не будет президентом. То есть и тут же дают в этом же номере Мгм. журнала статистика о том, что 60% украинцев готовы поддержать Ющенко, но верят в его победу 15%. То есть для Мгм. меня это был настолько вот как бы вызов серьезный, Ну, это что как-то очень такое, странно выглядело. такое Мгм. неверие, такая Мгм. апатия у людей, Мгм. депрессия. То есть я тогда вот это воспринял как личное оскорбление, как личный вызов. Да. Точно так же и сейчас. А тогда у Медведчука вот были темники, так называемые, где Мгм. нужно было каждый день дать вот в новостной ленте, в информационных программах 5 позитивных упоминаний о Кучме, а потом о Кучме и о Януковиче. Мгм. И сейчас то же самое. Вот берешь эту ленту новостей на этих вот каналах, на которые заносят туда через так называемых, ну, известных функционеров у Коломойского и у Ахметова, заносят туда деньги, и там 5 комплементарных новостей о Зеленском, и каждый день одна фотография его в ленте новостей. Ну, то есть это же просто арифметика элементарная. Зеленский поручил, Зеленский подтвердил, Ну, Зеленский дал. я часто вижу месседжи в Фейсбуке, правда, я телевизор не смотрю, Мгм. когда, и это на самом деле не только власти касается, бывают похожие месседжи просто, ну, видимо, Мгм. пресс-служба Мгм. работает, аналитики какие-то Да. раздают месседжи, и Да. особо люди это не заморачиваются, они примерно одно и то же фигачат, и я когда понимаю, я это не читаю, то не Ну читаю, да. я как-то вот привык уже отсеивать такое, когда я вижу какую-то тенденцию, когда рефрен идет, Ну я да. понимаю, что раз рефрен, значит, это политическая борьба, Так, да, не надо воспринимать. да. Вопрос, наверное, будет не очень удобный в связи с тем, что вы симпатизируете Порошенко, очевидно, и всегда вы не скрывали, в этом Нет, не кстати, переворачивались нет, никогда, кстати, да. у меня был период тогда, когда мы придумали вот этот проект «Веселі яйця», и он же был придуман в кабинете у Тимошенко. И меня тогда пытались, ну, как бы мы, помнишь, вы не помните, наверное, это был такой период, когда были люби-друзі, были приближенные у Мгм. м,
Ющенко, которые противостояли Тимошенко. Мгм. И там действительно были, в их среде были достаточно одиозные персонажи, да, которых заслуженно критиковали. И мы в проекте «Веселі яйця» об этом писали, и по Касательной проходились, и по Порошенко тоже тогда. То есть, потому что были, нельзя сказать, что я был его всю Но жизнь он тоже его в интригах поклонник. участвовал тогда в этих, да? Да, и я просто к тому, что я увидел, я с ним знаком с 97-го года, то есть, ну, как и со всеми украинскими Да вы политиками всех знаете, я думаю, первой тут как величины. Да. облупленных. То Да. есть, когда была вот предыдущая кампания президентская, когда было 23 кандидата, то есть для всей первой десятки я не просто с ними знаком, я для них сделал семейные праздники. Свадьбы, как для той же Тимошенко, ее юбилеи, там, корпоративные мероприятия. То есть для всей первой десятки, включая там и Тигибко, Добкина, Коновалюка, Ляшко. Ну, Такой широкий спектр. то есть я их всех знал с 91 года, я наблюдаю за всей политической украинской элитой. И поэтому мне настолько обидно, что тот, кто на голову выше любого другого украинского политика, почему такая ненависть к Порошенко со стороны Путина? Потому что и со стороны российской элиты, потому что он опровергает вот эту стигму, это их утверждение, которое они продвигали на Западе, что украинцы вообще это абсолютно недочеловеки какие-то, что страна фейк, недостойны того, чтобы вообще быть независимыми. То есть, и вот человек с таким менеджерским опытом, с таким бэкграундом, с такой... Я же видел, как он общается это единственный украинский политик, за которого не только не было стыдно, за которым я гордился, видя, как он общается с С иностранными лидерами, да. С иностранными лидерами. То есть я поэтому и так воспринимаю это как личное оскорбление, что нашу страну обезглавили, лишили ее. Это все равно, как у вас в команде есть нападающий, самый, там, Марадона, который забивает голы лучше, чем все остальные, а именно его сломали. Уничтожают. Ему Скажите тогда, ноги. но вот я все это понимаю, я просто хочу спросить тогда, вот действительно на международном уровне, и сколько бы ни критиковали внутри Порошенко, но на международном уровне он всегда действительно выглядел хорошо. Он общался с этими лидерами, вполне себе, так сказать, все это выглядело, и действительно приглашали везде. Он и все. создал антипутинскую коалицию, Да, но никто же из он же других бывший министр иностранных дел, у него опыт иностранных есть, дел, еще да. ко всему прочему. Он Опыт есть, язык есть, мозги есть, короче. Я не про это. Вот все это вроде есть, и человек, видя, и вы это видите, все видят, как русские месседжи вот эти, причем бьющие прямо ему в голову просто. Прямо по его... То есть они наращивали антирейтинг на дрожжах да. просто. Ну, Я же это конечно. видел, все писал. Ну, да. Просто это эффект увеличить. Я это называл не профессионал, эффект увеличительного стекла. То есть берешь недостаток и раздуваешь его до уровня слона. Или выдумываешь недостаток. Или что он там, выдумываешь, или берешь... пьяница. Я или... был на десятке мероприятий, Да, но да, он да, даже да, да. больше полбокала никогда не Не, выпивал ну у нас вина. пьяница, наркоман, я все понял. Но дело не в этом. И вот он, этот человек, который, по идее, как любой политик, он властолюбивый, он хотел остаться на еще один срок, да, и вдруг он оставляет каналы Медведчука, и они его хоронят. Нафиг. Передавая эти месседжи во-первых, каналы российские. Каналы Медведчука тогда были, во-первых, 112-м каналом Медведчук завладел буквально в последний год. Ньюзваном он вообще не владел. Но они вот этот год, Зиком они тоже не владел. вылили максимальное количество на Петра Алексеевича. Максимальное количество. Он что, не видел этого? В чем проблема? Просто предпринимать против именно этих каналов в разгар уже избирательной кампании было для него Я согласен, имиджево. раньше надо было. Так они, подожди, 112-й канал стал Вичуковским Ну, мы же не говорим год. про 112-й. Но вот на самом деле, я считаю, что это вот с одной стороны все правильно, а с другой стороны, это его, это мое личное мнение, это огромная ошибка, и которая на стране отразилась, что промывали мозги, начиная с начала войны, люди, которые, по идее, должны в тюрьме и на обмен сидеть. Вот реально. Но на самом деле я бы не переоценивал в 2019 году именно влияние... Но до этого был 18-й год, 17-й год. Давайте мириться, поссорились народы, там, тогда политики. Медведчук не контролировал ни один из этих каналов. Реально. Ну, Россия контролировала все равно. Они же закидывали, это вести, вот эти, смотри, страна, я сам ходил на 112-й канал и ходил на Ньюзван даже, потому что видел, что как бы есть последняя какая-то надежда так это повлиять на эту аудиторию. То есть на Ньюзване действительно там было все заточено исключительно Да, пророссийски. На 112-м
Ну, была какая-то иллюзия. Ну, иллюзию, да, не создавали, А на Зике, дебаты. а на Зике в 2019 году вообще был, он пробовал про порошенковский канал на ЗИК Зик переключился за буквально месяц. за месяц. Да, Да. поэтому говорить о том, что этот пул существовал, 3 канала как единый существовало, пул, да. это было уже при Зеленском. Но, тем А не менее, я считаю, что наконец закрыли. Я вот действительно Нет, это единственное. Вот да, я сегодня рад, даже буквально искренне. своим товарищем утром там мы встречаемся, он говорит, ну вот что вы все этого Зеленского критикуете? Ну больше было бы доверия к вам, если бы вы какие-то его положительные Отмечали, моменты да, отмечали. да. Я говорю, Саш, а кроме того, что он закрыл каналы Медведчука, назови мне хоть одно положительное еще его деяние, нововведение, которое можно его похвалить. Но это вы отмечаете как Ну, плюс. да, но так это же опять же связано с подковерными этими раскладами внутри самого пророссийского здесь Ну блока. хорошо, хоть легли расклады, так что их нету. Да, У нас, к сожалению, Дмитрий, время подошло к концу. Оно большое, но подошло к Спасибо. концу. Но вызывать вас на допросы мы будем продолжать, потому что это интересно. Вы человек удовольствием, да. глубокий, Буду со своей позицией и со знаниями. И даже если люди, которые, допустим, вас там не любят, например, но они должны отдавать должное тому, что Я у хочу вас, сказать, так сказать, хочу сказать, что АТР это один из немногих телеканалов, на которые я всегда прихожу, когда меня приглашают. Спасибо. Поэтому я очень поддерживаю все, что вы Не, делаете. у нас Спасибо свобода вам. слова. У нас тут Спасибо. никаких манипуляций, никакой Спасибо фигни вам, нету, да. ни под кем мы не лежим, никуда не смотрим на Слава сторону. Смотрим мы только в лица наших зрителей. Я хочу, глядя вам в глаза, сказать вам спасибо за то, что вы поддерживаете АТР в это тяжелое реальное время, но мы его вместе с вами переживем. Подписывайтесь на наш Patreon. Даже небольшой взнос, но в массовом количестве будет огромным финансовым подспорьем нашему телеканалу. Ну и дальше смотрите АТР. Это полезно для умственного и физического здоровья. Это телеканал здорового человека.